торговал, например, не может там торговать, и все инструменты. На этих маркетплейсах я представлен, также на некоторых нишах, такие как Текару. Здесь я представляю вам не просто свою компанию, на самом деле у меня цель не рассказать вам про мою студию, а у меня цель, здесь я представляю вам мой подход к созданию контента, чтобы вы научились сами и проделегировали своим менеджерам, своим сотрудникам и в целом внутрь своей компании внедрили правильный подход по созданию контента, который продает. Да, то есть, чтобы ваши фотографии, чтобы ваши карточки товара выглядели так, что максимум людей, которые приходят в карточку товара, заказывают ваш товар. И я сейчас объясню, почему именно такой подход приведет к тому, что у вас все будет свести и пахнуть в вашем магазине. Окей? Давайте начнем. Про меня, 7 лет в товарном бизнесе, контент произвожу так или иначе 10 лет, преподаю в таких образовательных учреждениях, как Like Center, Mercatus, Terra, преподаю, собственно, бизнес на маркетплейсах. И действительно хорошо разбираюсь в создании продающего контента, и за все это время через, скажем так, мои образовательные программы прошло довольно много ребят, которые с помощью меня моего контента чтобы наша встреча привела к тому, как я уже сказал, чтобы вы научились системно создавать карточки товара, которые продают. И на примере одной карточки, научившись это делать, смогли бы это масштабировать на весь свой ассортимент. Могу вас попросить поднять руки тех людей, у кого в кабинете больше 10 карточек товара. Супер. Больше 100. Вот для вас это особенно актуально, да, потому что научиться по моей методологии делать, например, контент для одной карточки товара, это одно дело. Там для двух одно дело. Но очень сложно в живом бизнесе делать так, чтобы менеджеры, действующие в бизнес-процессах, научились это внедрять на 100 карточек или на десятки карточек. Потому что это просто время, и это должен быть человек, который прям посвящает свое время этому. Но, забегая вперед, скажу вам, что никаких ресурсов не жалко на это направление деятельности, потому что оно приносит по-настоящему сильные результаты. Вот с точки зрения принципа Парето, да, кто не слышал про принцип Парето? Есть ли кто не знает, что это такое? Не стесняйтесь, это нормально. Не слышали, да? Принцип Парето, вот дали маркеры. У нас у всех есть миллиард вариантов, что делать прямо сейчас в своем бизнесе. И мы можем с вами назвать даже просто рандомно 10 действий. Это какое-то одно действие, второе, третье, и вот так вот там, да, до 10-го действия. И применительно к чистой прибыли может быть такое, что сделав это действие, мы с вами получим 2% эффективности с точки зрения влияния на чистую прибыль. Сделав это действие, мы получим с вами 3%. Сделав это действие, мы получим с вами это относится к группе тех задач, которые обязательно нужно делать на твердую пятерку, если мы хотим получить по-настоящему эффективный бизнес на маркетплейсах. И вот почему. Каждая продажа на маркетплейсе проходит через эту воронку. Ее можно расшивать, делить заказ на корзину, например, добавлять сюда процент возврата, да, то есть не просто выкуп, но еще есть что-то человек выкупил ваш товар, а потом попользовался и вернул. Но мы не будем это усложнять, потому что это мешает понять суть. Каждый человек сначала ваш товар увидит, дальше на него кликнет, затем попадет в вашу карточку товара, и здесь он либо добавит в корзину, либо нет. Либо закажет, либо нет. И после того, как он делает заказ, он приходит на пункт выдачи в адрес,
или Озон, неважно. И либо собирает, либо нет. И все это на основе цифр. Вы знаете, что у вас есть такой показатель, как воронка в карточке товара. Можете зайти в аналитику ТНВ и посмотреть. Может, вы не знаете, но ваши менеджеры должны знать. Кто знает о существовании прямо в кабинете вот этого инструментария, кабинетного инструментария, там можно посмотреть свою воронку продаж. Ну, обеспечивает ваш результат. Нужно сделать так, чтобы она у вас минимально теряла людей на каждом этапе. То есть, чтобы у вас была наиболее высокая, высокий показатель количества, высокий показатель конверсии, заказ, картину, наконец, вы. И именно это и должен отрабатывать ваш контент. Потому что именно это на это и влияет. Безусловно, мы можем говорить о скорости доставки, о представленности расплода. Это очень важно. Но я здесь буду искать именно про влияние контента на все эти показатели. Ключевой принцип. Вот почему я говорю, что если вы будете работать с воронкой, вы обыграете ваших конкурентов. Потому что маркетплейс, у него есть только один товар. Это трафик. Что такое трафик? Это значит, что, например, миллион людей в месяц вбивает уникальный ключевой запрос женское нижнее белье. Миллион людей, которые приходят, чтобы найти там предложения, которые вы либо удовлетворите, либо нет. И Wildberries, и Озон тоже, он будет показывать того селлера, ту карточку товара. Кстати, даже у нас как селлеров не существует. Вы для маркетплейса существуете только как карточка товара. И он будет показывать органически более высоко ту карточку, которая лучше всего конвертирует конкретный спрос, конкретное ключевое слово продажи. То есть, если вы лучше, чем ваши конкуренты, делаете так, человек кликает, заказывает, там кладет в корзину и выкупает, то по принципу выдачи вы будете выше. Потому что у Wildberries только один продукт – это трафик. И чем больше он денег зарабатывает за показ именно вас, тем чаще он будет выбирать вас, давать вам приоритет в сравнении с конкурентами. Вот это золотая мысль, очень важная, ключевая. Кто прям понял ее? Вот реально прям понял, кто. А есть кто вот, не понял. Я прям готов это просто повторить, потому что я считаю это ключевое. Вот, реально, кто не понял, поднимите руку, я объясню. Не понял. Смотрите. Я маркетплейс. У меня есть два типа трафика. Есть органический трафик, то есть бесплатный для вас. То есть я, допустим, продаю вот эту кружку. Я, ну, не я как маркетплейс, да, а вы как вы? Мухаммад. Мухаммад. Да, Мухаммад. Продает эту кружку. А я как маркетплейс принимаю решение, чью кружку продавать, потому что продает Мухаммад и, например, и Азиз. И я должен понять, а чью кружку мне бесплатно показать? Предположим, мы еще не за рекламу борем. И я покажу ту кружку, у которой выше CTR, то есть конверсия в клик, у которой выше конверсия в корзину и в заказ. Потому что в таком случае клиент, который увидит, допустим, кружку Азиза, у которого CTR выше, больше вероятность клика. И вы соревнуетесь таким образом всей воронкой. Он не смотрит маркетплейс только на CTR, он смотрит на всю воронку. Потому что в конечном итоге ему важно, сколько денег он заработает за показ. А показ у него приносит деньги тогда, когда есть выкуп. Понимаете? А выкуп в конце этой воронки. Сейчас так поняли? Поэтому наша задача доминировать в каждой конверсии. И тогда мы будем постоянно показываться на маркетплейсе. Здесь, ну, условно, можно обсудить эту историю. Но что важно учитывать? С точки зрения контента, все это влияет на ваше ранжирование. То есть это CTR, конверсия в заказ, конверсия в выкуп. Такой показатель, как количество денег, которые приносят не просто одна ваша карточка, но и сразу все ваши карточки, то есть весь ваш магазин. Например, если вы продаете
нижнее белье, мы затронули эту тему, и у вас есть не только, например, женские трусы, но у вас есть еще и колготки. И ваш клиент, зайдя в карточку товаров трусов, потом еще покупает у вас колготки, вот это для маркетплейса преимущество. И он будет тоже вас лучше ранжировать. Время, которое человек проводит в карточке товаров. Кто слышал, прям поднимите такую тему, как поведенческий фактор. Поведенческий фактор. Вот поведенческий фактор – это то, как человек ведет себя в вашей карточке товаров. Для маркетплейса вот все, о чем мы говорим, для него на самом деле отдельно, как бы он это дело не проговаривает зачастую. Он это называет поведенческим фактором. Поведенческий фактор – это именно что в среднем клиент делает, когда заходит в вашу карточку товаров. Сколько времени он там проводит, смотрит ли он отзывы, смотрит ли он видео, досматривает ли он его до конца. По статистике Wildberries среднее время нахождения в карточке товара 25 секунд. Среднее. Если вы с помощью вашего контента делаете так, что в среднем у вас клиент задерживается 40 секунд, 45 и более, то вы по поведенческому фактору будете выигрывать. И, соответственно, будете иметь более высокие конверсии в корзину, заказ. Поэтому нужно делать так, чтобы вы, знаете, как дети, попав в магазин конфет, захотели там подольше задержаться. Вот чтобы и ваши клиенты, попав в вашу карточку товара, тоже хотели там остаться, понимаете? И вот тогда у вас все будет хорошо с продажами. Потому что максимум людей, которые зайдут в карточку товара, там останутся и совершат заказ. Я вам этого всем желаю. Окей. Для того, чтобы максимально закрепить, очень базово покажу прямо на примере по цифрам. У нас есть 10 тысяч показов. Эти 10 тысяч показов. Что такое показ? Это вот когда мы вбиваем запрос какой-нибудь. Например, стол. Купить стол на Wildberries. Пишем деревянный стол. И вот у нас есть 10 тысяч людей, которые во всей выдаче просто увидели нашу карточку, заглавную фотографию. И у нас, например, CTR 3%, то есть конверсия в клик. Итого мы получили 300 кликов из 10 тысяч показов. Далее у нас есть конверсия в заказ, усредненная. Показатель конверсии в корзину и заказ. 2%. Итого 6 заказов мы получили. И при проценте выкупа 25, ну что это, допустим, за товар такой может быть? Допустим, какое-то среднестатистическое платье. Вот сегодняшняя конверсия на платье, категории платьев, она 25%. Она даже уже не 30, как раньше было, она 25. Итого мы получаем полторы продажи, при цене товара 2000, итого по статистике это 3000 рублей. Это одна ситуация. Увеличиваем конверсию в заказ, увеличиваем процент выкупа, получаем 6 продаж. Разница в 4 раза. Здесь 3000, здесь 12 тысяч. Сверху одно и то же. Даже CTR один и тот же. Количество людей, которые увидели нашу карточку товара, не поменялось. Но выручка поменялась радикально. Только выручка. Дальше увеличиваем показатель. Потому что никому не интересны вот эти цифры, правильно? Даже эти цифры не интересны, но они хотя бы иллюстрируют нам что-то. 300 тысяч, 1 200 000. Разница колоссальная. В одном случае мы получаем 1 000 000 показов, и представьте, ваш бизнес получает 1 000 000 показов, так и есть, он зачастую намного-намного больше. И он зарабатывает, например, 300 тысяч, а может, просто поменяв фотографии, инфографику, видео, рич-контент, принести 1 200 000. Это так и работает, это фактически так и работает. Мы работаем над CTR, да, в чем разница? CTR увеличили, и получаем 2,5 миллиона. Здесь ничего не меняется, вообще ничего. Мы просто с воронкой поработали, и у нас разница колоссальная, 8 раз. И, внимание, это работает в моменте. То есть у вас сейчас есть карточка, вы все понимаете, что весь трафик, который вы получаете, он получается в результате того, что вы имеете какие-то органические, либо неорганические показы в определенных местах в поисковой выдаче. Сложно сказал, да? Кто не понял? Это нормально, я сложно объяснил. У вас есть товар, платье, и оно у вас покупается по сотни и тысячи ключевых запросов.
Платье длинное, платье женское, платье в горошек, платье вечернее, платье на выход и так далее. И это все одно платье, понимаете, да? И в каждом из этих запросов вы имеете разную позицию. В одном вы имеете 1000-ю позицию, в другом 200-ю, в третьем 40-ю. И в совокупности это дает вам некий объем трафика. И вот работая на этом объеме трафика, если вы прокачиваете эти конверсии, вы в моменте зарабатываете кратно больше, потому что вы работаете с тем же трафиком. Но вопрос, а что происходит с вашей органической выдачей, с вашим местом, когда вы делаете из такой воронки вот такую? Вы начинаете сильно прирастать, потому что вы обгоняете конкурентов. И в итоге, если у вас ранее был объем трафика органический 1 000 000, то после того, как вы вот это сделаете и покажете маркетплейсу свои новые конверсии, вы будете везде выше каждой позиции. И будете, как следствие, зарабатывать, получать уже не 1 000 000 показов, а 2, 3, 4 и кратно выше. Поэтому, когда вы работаете с воронкой, вы не просто отрабатываете лучше имеющийся трафик, вы улучшаете его. И реклама у вас дешевле становится, потому что на маркетплейсе вы платите не за позицию, а вы платите за преодолеваемую дистанцию. Чем выше дистанция до позиции рекламной, тем дороже реклама. Соответственно, если вы прыгаете не с 300-го места, а, допустим, с 100-го, то у вас реклама стоит за 1000 показов не 800 рублей, прошу прощения, а там 300 рублей, понимаете? Поэтому, когда ваша органическая позиция выше, вы и трафика больше получаете, а платный трафик получаете дешевле. Все уловили? Огонь. Самое главное, тоже надо понимать, да, что мы сейчас поработаем с вами не с гипотетическим 1 000 000 показов, а, например, с 1 000 000 показов, которые вы получили за деньги. При ставке 500 рублей. То есть вы потратили 500 000 рублей, чтобы получить платный 1 000 000 показов. И в одном случае воронка у вас тотально убыточная, потратили 500, заработали в обороте, не в прибыли, в обороте 300 000. Здесь потратили 500, в обороте сделали 2,5 миллиона. В одном случае дивиденд 20%, в другом случае 200 с чем-то процентов. Да? Ну, что это такое? 180%. Понимаете разницу? То есть это экономически целесообразно, это нецелесообразно. И убыток. В итоге всегда работает с воронкой продаж в аналитике продавца. Теперь точечно, довольно оперативно, не хочу затягивать, но просто чтобы вы понимали суть. Что воронка, мы поняли, что нужно сделать, а теперь как это сделать. Хороший вопрос. Осталось, великие вопросы Вселенной, да? Кто виноват, правильно, и что делать? Окей, мы теперь поняли, что виновата во всем воронка продаж. Что с этим делать? 2 фотографии. Они выглядят, нельзя сказать, что одна прям сильно плохая, а другая сильно хорошая, правильно? Просто разные фотографии, нормальные. Но в одном случае сейчас 2%, в другом 6%. 3 раза выше. Понимаете? О чем это нам говорит? Что нам просто нужно тестировать, просто нужно запускать трафик на разные карточки товара, на разные обложки. И мы можем получать в 3 раза отличающийся результат. Для того, чтобы что-то тестировать, нам нужно некие гипотезы, нам нужны варианты вот эти самые, да, то есть не 2 таких, а 10. Вопрос, который должен задать себе менеджер и на него ответить. А откуда мы возьмем эти 10 фотографий? Соответственно, мы должны придумать. Мы можем скачать эту таблицу. Это вот будет ровно вот такая таблица, которую ваш менеджер должен заполнить. Можно сканировать, и у вас есть общий чат, вы можете туда скинуть, чтобы те, кто не сканирует, им было удобно достать. И самое лучшее действие — отправить эту табличку менеджеру своему или человеку, который занимается кабинетом, это может быть ассистент. И, соответственно, чтобы этот человек начал дело заполнять. Сейчас мы разберемся, что именно он должен заполнить. Он должен предложить вам 10-20 разных вариантов фотографий, сделав которые, создав которые, вы повысите свой сетях. И так нужно прорабатывать каждой карточкой товара.
откуда он возьмет эти фотографии, да, откуда вот эта, вторая, третья. И чтобы вы понимали, в этом файле, ну, допустим, в данном примере с юбками, да, 20 вариантов. Все эти 20 вариантов мы создадим для одной карточки товара. Зачем? Чтобы в нашей рекламе был дешевый клик, и чтобы у нас был высокий CTR. А дешевый клик как следствие высокого CTR. Соответственно, мы берем и вбиваем наши главные ключевые запросы, по которым мы ожидаем и фактически знаем, что происходит продажа наших товаров. Здесь мы обращаем внимание на что-то, а мы с вами такие же, как и на другие. То есть если мы видим, что здесь мы обращаем внимание, ну, например, на вот эту фотографию, на вот эту фотографию, да, может быть, на вот эту фотографию, то значит и наш клиент тоже на них обратит внимание. И значит, мы можем это взять и скопировать. То есть попробовать воссоздать аналогичную фотографию. Откуда еще ваша система может взять идеи, которые просто историка. Вот войдет креативные идеи кольцов, там креативные идеи юбки. Также у нас есть иностранный сайт. Это конкретно Alibaba, вот у нас Pinterest. Сейчас все вдохновение именно там. Можно получать именно очень классно. Представляете, вы, конечно, можете выполнять, как это, хозяйство и насмотрен, понимаете, да? Я могу уже что-то отфильтровать, понять, что вы и оставить его, но я буду создавать, чтобы потом протестировать. На следующем этапе мы создаем поле и потом тестируем. То есть вы создаете сам вариант. Это вечер, да? Вы придумали, дальше новую фотографию получили, и нужно проверить, какой CTR ваша обложка. Делайте это через тест. И потом вы получаете, да, что здесь вот CTR от 6, от 8, от 12, где-то 30, и в итоге берете CTR выше. И таким образом вы получаете все бенефиты. Окей, как можно создать контент? Основные три способа. Это с помощью дизайна. Например, у вас есть фотография. И вы хотите сделать инфографику. Вы можете сделать дизайн. Или у вас какая-то фотография. Вы делаете красиво. Вы можете сделать фотосессию, заказать свой контент, видеосъемку, фотосъемку, там, создать вот. И, конечно, есть искусственный интеллект. То есть у вас есть какая-то фотография. Вы берете и изображаете ее на одном клике. Либо это делает ваш менеджер, либо обращаетесь в студию, которую вы это делаете. И в итоге вы создаете неограниченное количество каких-то карток, которые потом можно сделать фотографию. Это моя компания, называется все, кто понимает, хотите, вам и даже просто писать, ребята, делайте, пожалуйста, мне бесплатный аудит. Что это значит? Вы просто снимите вашего карточку товара, какую-то карточку. Посмотрите весь кабинет, что мне сделать, и фотографии, что вы фотографии, что мне не хватает. Это бесплатно, вы просто делаете разбор. Письменный, я вам пришлю, вы это делаете, откройте свои команды, подумайте, что с этим делать. Это ни к чему не обязывает. Не значит, что вы должны. Нет, это важно просто подарок. Разбор вашего. Окей. Есть такая волшебная штука, искусственный интеллект. И кому интересно самостоятельно или предоставить вам искусство,
Это плеер, это TikTok, это еще много. KPI, вот вы можете путешествовать, просто похожие. То есть здесь вы можете не делать фотографии, здесь и заменить очень круто на одной. Это делает потом, окей, мы поговорили с вами про главную. У вас есть воронка карты. Насколько он качественный, какой потом, как его собрать, чем он насколько там все проклеено, смотрят у тебя лучше, чем другие. И отвечаете на все возможные вопросы. Если вы это делаете, конечно, приходит к итогу, формирует правильное восприятие по конверсии каких-то будет потом. Я пришел сюда с моделью, чтобы рассказать вам, как же понять себе. Поэтому задача вашей разработки — серии фотографий внутри, да, это первый, второй, десятый. Сделайте вот это вот все. Повысить конверсию заказа. Если город, то повысить конверсию. Сделать так, чтобы вы продавали другие ваши. Как я уже сказал, да, 5 курсиков прекрасно подходят к этим курсам. Это шикарный комплект. Таким образом, вы увеличиваете скорее эффект. Удерживайте клиента, делайте так, чтобы он проходит карточку, он смотрит вторую фотографию, третью, и не уходит с конкурента, если ему интересно. Потому что его увлекает. В итоге повышается конверсия отзывов. За счет чего? За счет того, что вы какую-то механику придумали. Вы показываете другие отзывы. Вы не делаете так, что человек входит, ваши отзывы, где могут быть негативны. Правильно? Все понимаете. Бывают негативные отзывы. И мы не хотим, чтобы человек шел туда, чтобы он начал смотреть эти отзывы, начал фильтровать по плохим. Я, например, какие бы отзывы не были, я всегда отфильтрую по негативным отзывам. И если я вижу какую-то объективную штуку плохую, я не закажу. Ну или пойму, что она такая или разная. Разная и может такая. Но мы на этом теряем клиента. Но потребность в социальном доказательстве у клиента есть. И поэтому мы отзывы мы отзывы покажем. Мы сделаем скриншоты, отзывы хорошие и поместим в нашу карту товара, чтобы клиент удовлетворил свой интерес в отзыве. Он поймет, да, классно, я не пойду смотреть. Ну и, конечно, преимущества, свойства, все возражения. Если у вас есть товары, с которыми носить это платье, надо. Например, вы даете платье, и к этому платью, например, сумочка. И они реально хорошо сочетаются. Это прекрасно. Окей. Также повысить конверсию заказа. Нестандартные позы. Локация необычная. Креативные фотографии. Вот это прям подчеркну. Здесь можно прям почитать все, что здесь написано. Все красно. Потрогали. Потрогали. Я бы хотел остановиться на видео. Какой сейчас тренд на маркетплейсе? Это поведенческий фактор. Если у вас лучше поведенческий фактор, вы лучше, чем конкурент. Какой есть такой прямо узкая горлышко у наших конкурентов? Практически все, да, делают очень плохие видео. Вы наверняка видели видео со сборных съемок. Кто видел это видео?
Да, модель зашла в кадр, покрутилась, дай бог, показали крупно там, фактуру, не знаю, какую-то застежку, шли обратно, модель ушла из кадра. Это у всех. Если вы сделаете прикольно, продуманно, хорошо смонтированное видео, в котором будет сюжет, в котором будет история, да, классный монтаж, живой, динамичный, какая-то история, какая-то эстетичная картина, просто на белом фоне девочка, да? Она зашла в этом платье, например, села на диван, почитала книжечку, или там, не знаю, может быть, пьет чай, чай с книжечками в кафе, все что угодно может быть. Не знаю, погладила собаку. Это вызовет намного больше эмоциональную связь с вашим клиентом. И не забывайте еще о том, что у вас есть rich контент. А rich контент это просто неограниченное поле для любого творчества. Там есть 10 блоков максимально, да, в которых может быть 10 видео. Вы там можете рассказать про свое производство, про историю вашей семьи, про историю вашего бизнеса, про то, с чем сочетать этот товар. Вообще все, что угодно. То есть вы можете делать товар, какое-то одно видео, какой-то более подходящий. Но вы можете рассказать, узнай, как производится это. Узнай, какие люди за этим стоят, какие ценности наши, мои, наша миссия, бизнес и так далее. И обо всем об этом можно рассказать. И если вы это будете делать, вы будете тотально доминировать. Речь контента. Значит, вы можете сделать одно видео и опубликовать его на все ваши карточки товара. Например, вы хотите рассказать о своем производстве. Делайте одно видео. И вы пишете в инфографике, что вот дайте вы личный контент, зная о том, о нашей компании. Для кого актуально там повод на свое производство. Свое производство. Раз, здорово, рассказать, а сами работаете. И наоборот, допустим, вы работаете а вы как поставщик, ну, не поставщик, да, но как ваш партнер по производству не будет против, если вы приедете по производству, и просто расскажете, как это происходит. Можно просто говорить, что вот это знаем, правильно? Производится вот так. Это платье производится вот так. И поэтому вот эта двойная строчка делает так, что оно не расползется. Это такие штуки. И это очень хорошо работает. Соответственно, показывается демонстрация различных сценариев. Да? Что это значит? Ну, это платье я могу носить в офис, на прогулку, сочетать с этой обуви с другой, со шляпкой, и это всегда будет вместе. Таким образом, еще больше повышаете конверсию заказа. Наконец, продающие отзывы. Никто вам не мешает ставить самостоятельно, понимаете? Но клиент зайдет, то он увидит последний ваш отзыв. Кстати, даже если он захочет отсортировать ваши отзывы по негативным, он все равно столкнется с последними хорошими. Если вы используете джем, то не знает, что такое джем. Не знаю. Это платная подписка, да, которая позволяет вам в том числе а это повышает вашу конверсию в заказ. Соответственно, он увидит те отзывы, которые вам нужны. И это хорошо. И в совокупности все вот это, оно увеличивает время, которое человек проводит в качестве товара. Если вы так сделаете, то реально оставит больше времени конверсии заказа поднимет. И это очень важно. Поэтому ваш менеджер, когда упаковывает карту товара, это важный вопрос. А когда он должен опубликовать? Когда ваша карточка уже продается заранее? Нет, заранее. Еще до того, как вы опубликовали товар, вот вы как собственник говорите, дорогой мой, я там договорился с поставщиком, или мы делаем новую линейку в рамках производства, этот товар мы будем продавать. Уже тогда ваш менеджер должен его посмотреть, понять, проанализировать конкурентов, составить техническое задание на съемку, понять вот эту воронку, которую он хочет видеть, и начать делать контент. Сразу опубликовать идеальную карточку товара. Должно быть это так. Ну и понятно, с помощью контента можно получать процесс. Покажите ваш товар качество. Покажите, что хорошее качество пошива.
покажите функциональность, да, что ну, так выглядит, что у него молния, антидостежка. Покажите текстуру, да, что она из себя представляет, насколько, как это пошито, как это мягкое, не мягкое, темное, не объемное. Конечно, все это нужно делать эстетично. Вот эти кадры, они специфические. Можно сделать бесталанно, можно сделать вот так. Ну, делайте их красиво. И тогда эта эстетика будет работать на вас, на ваши продажи, на ваши коммерции. Такой финальный контент. Как раз самое сложное, что нужно комментировать менеджеру, для этого ему нужно научиться. Это модное слово customer development. Это классический маркетинг. Что важно для какая польза, конечная выгода от этого. Или на этой скале удар выглядит вкуснее. У нас может быть разный стол, правильно? Или этот стол легко собирается. Там мебель, да, легко собирается. На какие боли при выборе товара, да? То есть я, допустим, хочу выбрать стол. Я с чем столкнусь? Ну, видно. На какие вопросы я должен себе ответить, чтобы мой выбор был оптимальный. И если я на эти вопросы, будучи селлером, отвечу сразу, то моя конверсия будет высокой. И я заранее, будучи менеджером, об этом должен подумать. Это очень важно. А вы, как собственники, должны дать задание вашему менеджеру подумать об этом. Соответственно, вот эту вещь ваш менеджер должен заполнить для того, чтобы читать самый, который мы должны написать. Где представлено и перешли своим менеджером. Это очень важно. Это сложно, я прям предупреждаю. Но если вы это внедрите в свой бизнес на постоянной основе, что каждая карточка у вас вот так создается, вы как раз таки и получите то, о чем я сейчас. Поэтому, пожалуйста, вшагте своим менеджером с текстом: дорогой, не знаю, мой сотрудник, я хочу, чтобы ты это изучил глубоко, и чтобы каждая карточка товара в моем бизнесе отныне проходила через этот этап. Там прям много вкладок, вы их увидите. Вот каждая карточка должна через эти вкладки пропускать. Давайте будет хорошо. Вот так вот выглядит раскадровка. Перед тем, как создать карточку, мы должны ее нарисовать прототип. Это прототип карточки. То есть мы потратили с вами один бат. Омега 3. И вот для того, чтобы это продать, у нас есть 24. Это референс. То есть то, что мы должны всем представителям, вместо чего сделать какую-то свою фотографию. Başka vaziyet وزيرش إدارة رابطة سوداء أنا اشتي مجلسي اف تشاس شخصي موفق مليونير بيزنسمن درامجا این روس من فهمیدم روسی گام مزنه افیرا گیرم کردم 10 ساعتی بینه چند مینوت 40 مینوت همین گاو دست سر مدار گرفت واسه این گام مزنه تیور میکنم بعد با خراج میخریم بعد توجیکو سر بیان توجیکوی موفق ملیونیر بدروی ده افیر خوب واسه خاموش کنی که موندش دیدم обязательно بدروی در روی اکران التماس دوباره بزنی لایک شوا و مردم موفق موی سرم برما دیدی ورس کالش کردم پول نبرما با وجود دیگه красавчик الله هدایت میکنه الله هدایت میکنه الله هدایت میکنه حسبنا الله و نعم الوکیل من شما را گارانتی میتیم موی سر میبره یه بچه تیور نمیدونم این باخته بزرگ کرد بسیش که بگو باز تمام کرد نه
تمام بس Да. المفروض Первое. CTR. Второе. Конверсия в корзину. Третье. Конверсия в продажу. محمد قريب Четвертое. Процент выкупа. То есть 4 конверсии, которые вы должны проработать. И здесь я показал شوفها способ, مو يسابون مثلا с помощью которых мы делаем. красавчик блядь tamam урус троштым шкиналиси не буду матадрус не треба махро Да, у нас 4 махро гарантима которые только работают. هذه 500,000 پرداخت کنم برای اکلام سلام علیکم Коллеги, это огромное спасибо. Вам больших продаж. الحمدلله خب بچه عزیز و انشالله اوقات خلق میکنیم و شهر عروس هم میدونیم خب اینا در چه پلوف هاوس خدمت اشخانه پلوف هاوس بدیم هم انشالله بازی این توجیکای موفق هم ای چونو فهمیده چه درسی والبرس یکم کسی بچه 10 دقیقه پرلیف میکنیم اوقات میخرن بعد با توجیکای موفق سر میکنن مونده شدم بخواه گاب زد بابو یا ماشین ما بردم سلام علیکم ماشین ما بردم بابو یارس داود این تا پارکوپکاش کردم بردم یا آدرس میفتم بام جیب ماشین تا بگی ای جواب دیدم ممکن است خیلی میتیش نمارس میلیونرک می как дела хорошо приятного аппетита а да трансляция 500 человек был как он начинал все ушли да Блин, стол такой шикарный, кушать хочется, как мы тоже покушать. нормально хорошо خسرو он чин организм человек تاجیکان موفق دوستان عزیز واسه 10 دقیقه دم میگیریم تلفن از ذریعه میزنیم بعد میدریم تاجیکان موفق سر می‌نهم خب درس والبرس کدمی درس کار باشه این هم یک قلب پایون ببینید پردیل نوشتگی نمره 926 926 1946 اسکرین شات کنید زنگ بزنید بیاید درس بگیرید یاد بگیرید بیزنس راه بیزنس درسی خوب خدا نگهدار برای السلام علیکم و رحمت الله